Министерство иностранных дел Турции сделало заявление об уйгурах, подвергающимся репрессиям. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Хами Аксой выступил со следующими словами. Преследование мусульман и нарушение прав человека в Восточном Туркестане за последние 2 года достигли предела. Мы чтим память Абдурахима Хеита и наших братьев, погибших ради сохранения самобытности тюрков и ислама. В связи с этим мы призываем Китай закрыть лагеря политического перевоспитания и прекратить нарушение прав народа Восточного Туркестана. После утреннего намаза в мечети Гульбахар-Хатун в Трабзоне верующие помолились за мусульман Восточного Туркестана, ставших жертвами китайского геноцида. Также в Нью-Йорке у стен китайского консульства прошел антикитайский протест. Асад и проиранские вооруженные группы, нарушив Сочинское соглашение, нанесли удар по населенным пунктам, входящим в освобожденную зону Идлиба. В результате ударов по Хане и Хан-Шейхуну погибло 5 человек. Израильские военные напали на мечеть Джемаля Абду-Насра в Рамаллахе и захватили сотрудника палестинского духовенства Хамзу Ганеми. Во время нападения погибло 3 палестинца. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что вероятные переговоры между Путиным и Трампом требуют особой подготовки и подчеркнул, что для диалога России и США Трампу необходимо отказаться от приказного тона.